Автоспортивный сезон 2021 года завершен. Каким он запомнится всем нам, какими событиями войдет в историю? Кому удалось осуществить свои замыслы, добиться задуманного и пополнить коллекцию спортивных трофеев? О самых незабываемых моментах, об эстетике скорости и радости преодоления, о главных достижениях наших земляков на трассах в программе «Видеоспорт». Как и все последние годы в Татарстане, проводятся две зимние гонки в Усадах в Высокогорском районе и в Набережных Челнах Кубок Салавата. Оба старта являются этапами чемпионата республики, а Усадская гонка, к тому же, и четвертым этапом Кубка России. Три зачетные группы присутствуют в ледовых гонках, напомним, это классы 1400, 1600 и свободный. На Усадском льду самой многочисленной группой стали машины с 1600-кубовыми двигателями. Здесь удалось сформировать традиционную таблицу 16 для 6 дорожек. Запомнился сход одного из фаворитов Тимура Тимирзянова в 11-м заезде. Ну а победителем с 28 очками стал другой звездный гонщик Дмитрий Брагин. Олег Жаворонков и Евгений Ушмаев заняли, соответственно, второе и третье место. В 1400 спортсмены выступали на «Лада Калинах». Шла равная и бескомпромиссная борьба. Представители Татарстана составили добрую половину участников. Но быстрейшим стал пилот из столицы соседней Чувашии Даниил Слепов. А вот за второе место имел место перезаезд, так как два участника набрали одинаковую сумму очков. В перезаезде казанец Айдар Нуриев одержал верх над представителем Сызрани Михаилом Симоновым. В свободном классе, где участники соревнуются на автомобилях Renault Logan, все призовые места определились в перезаездах. Раис Миниханов выиграл дуэль у многократного победителя этого класса Альберта Гайнулина из Октябрьского и обеспечил таким образом свой приоритет на первом этапе чемпионата Татарстана. Второй этап чемпионата на Челнинском городском ипподроме, являвшийся одновременно 25-м юбилейным Кубком Салавата, проходил в особой дружественной атмосфере. Напомним, это единственная в стране благотворительная гонка. Состав участников был примерно тем же, что и в Усадах. Нижнекамский пилот Олег Жаворонков, выиграв гонку в Набережных Челнах, оформил таким образом себе звание чемпиона республики. Дмитрий Брагин на втором этапе стал только вторым, и в его активе медаль серебряного достоинства. Ну а Евгений Ушмаев на обоих татарстанских этапах был третьим. Надо ли говорить, что наградой ему стала бронзовая медаль по итогам татарстанского сезона. В спортивной дисциплине 1400 соперничество было непредсказуемым. Отменно провел челнинскую гонку казанец Василий Кораблев. Триумф на Салавате позволил ему завоевать золото республиканской пробы. Айдар Нуриев на втором этапе довольствовался 4-м местом, но это не помешало ему обрести серебряную медаль. Ну а бронзовая досталась Марату Князеву, который в Усадах был лишь 5-м, зато в Челнах накатал на вторую ступень подиума. В свободном классе в итоге преуспели те, кто далеко не первый год осваивает дисциплину ледовых гонок. Когда-то Альберт Гайнулин выигрывал все 100% заездов в этом зачете, но на сей раз в чемпионате Татарстана он лишь третий. В итоговой таблице его сумели опередить Раис Миниханов и Олег Жаворонков. Кубок России по ледовым гонкам уже не первый год проводится в 5 этапов с середины декабря до конца февраля. Первый этап прошел в Тольятти, второй в Бельске Архангельской области, третий в Чебоксарах, четвертый в Усадах и последний, 5-й, опять в Тольятти.
Приятно, что татарстанские пилоты стали призерами во всех трех зачетных группах. В 1600 Евгений Ушмаев в боях добыл третье призовое место, а главный трофей, то есть Кубок страны, завоевал 19-летний Рустем Фатхутдинов, уверенно выигравший 3 этапа из 5. В 1400 звание сильнейшего покорилось другому татарстанскому спортсмену Айдару Нуриеву. А в свободном классе, в котором разыгрывался Кубок Российской автомобильной федерации, Раису Миниханову немного не хватило очков для завоевания звания сильнейшего. Пилот спортивного клуба «Тимирхан» – серебряный призер ледового сезона 21. Некогда сверхпопулярные зимние трековые гонки, которые называли нашим национальным видом спорта, как-то незаметно стали утрачивать в России свою былую привлекательность. Соревнования в подмосковном Раменском, которые планировались как этап чемпионата страны по треку, в конечном итоге не состоялись. Поэтому чемпионат России в классе N1600 в отчетном году проходил в виде единственной гонки в городе Тольятти 6-7 февраля. И это спортивные события также не обошли вниманием татарстанские мастера трассы. Почетное звание чемпиона страны в остром соперничестве с опытными тольяттинскими и московскими пилотами завоевал Айдар Нуриев, всего на 1 очко, опередивший ставшего вторым призером представителя спортивной команды «Таиф Моторспорт» Дмитрия Брагина. Ралли-кросс занимает особое место среди автоспортивных соревнований как в России, так и в Татарстане. Неспроста 2 этапа чемпионата и Кубка страны уже много-много лет проводятся на знаменитом автодроме «Высокая гора», колыбели автомобильного спорта республики, на котором, можно сказать, выросли в настоящих мастеров десятки татарстанских пилотов. Сюда всякий раз, как на праздник, приходят тысячи болельщиков с семьями, с детьми, чтобы прикоснуться к незабываемому спортивному действию. Чемпионат России по ралли-кроссу включал в себя 6 этапов. 2 в Секиотово Рязанской области, 2 на Высокой горе и по 1 в столице Чечни Грозном и Новожилово Ленинградской области. В зачете Супер 1600 на фантастическом уровне провел сезон казанец Марат Князев, выигравший 5 этапов из 6, в том числе и оба татарстанских. Раис Миниханов на автодроме «Высокая гора» оба раза завершал финал вторым и в итоговом протоколе чемпионата зарезервировал для себя также 2-ю позицию. Зато в самом мощном полноприводном классе «Супер Авто» Раису Миниханову просто не было равных. Он выиграл 4 этапа из 6 и с хорошим запасом прочности стал обладателем Кубка России. Айдар Мадьяров по ходу сезона поднимался на подиум лишь однажды на 5-м этапе в Секиотово, однако стабильное участие во всех гонках позволило казанцу после подсчета очков обнаружить свою фамилию на 3-й строчке итогового рейтинга, а значит стать обладателем бронзы в самом стремительном ралли-кроссовом классе. В Кубке России в классе D2N тон задают пилоты из московского региона. Татарстанцев на разных этапах было замечено 4. Ну а лучше других выступил Раис Миниханов, сумевший завоевать 3-е призовое место вслед за 2 москвичами. Таким образом, пилоту спортивного клуба «Тимирхан» Раису Миниханову вообще покорилось уникальное достижение. В российском ралли-кроссе 2021 года он собрал полный комплект медалей в 3 зачетах. Загибаем пальцы. В классе Супер 1600 он 2-й, в D2N 3-й и в Супер Авто 1-й. До появления чемпионата мира в 2014 году звание чемпиона Европы было высшей наградой, к которой мог стремиться любой ралли-кроссовый гонщик. 46-й чемпионат Европы по ралли-кроссу состоял из 5 этапов, проводимых в Испании, Швеции, Франции, Германии и Португалии.
Кстати, в 2021 году в международном ралли-кроссе классы Суперкар и Супер 1600 были переименованы в RX1 и RX3 соответственно. Всего за победу в чемпионате Европы по ралли-кроссу в зачете RX3 на 5 этапах боролись 33 спортсмена из 10 стран Старого Света. В соревнованиях такого уровня скучных заездов просто не бывает. Все участники жмут на всю катушку от старта и до финиша. Российские спортсмены с начала десятых годов достаточно успешно выступают в европейском ралли-кроссе. Четырежды за этот период татарстанские пилоты выигрывали медали высшего достоинства. Неоднократно становились призерами. На сей раз нашу страну представляли два татарстанца, выступающие на Audi A1 – Тимур Шагабутдинов и Марат Князев. Опытные бойцы, оба до этого уже имели успешный международный опыт. Казанцы и на этот раз проехали достойно. Пилот команды Таиф Моторспорт Тимур Шагабутдинов занял итоговое 5-е место. А Марат Князев, всего на 1 очко отстав от немецкого гонщика Коби Паулса, стал обладателем бронзовой награды европейского ралли-кросса. Остается только добавить, что звание чемпиона континента на сей раз добился Юрий Белевский, выступающий под швейцарским флагом. С 2014 по 2019 год Тимур Тимерзянов являлся едва ли не единственным постоянным представителем Восточной Европы в чемпионате мира по ралли-кроссу. Первым среди россиян ему удалось стать победителем этапа мирового чемпионата в автоспортивной дисциплине. Но сезон 2021 года Тимур Тимерзянов пропустил. Будем надеяться, что в следующем сезоне мы вновь увидим на трассе знаменитого татарстанского гонщика и еще порадуемся его успехом в международном ралли-кроссе. Автомобильный кросс – несколько уже подзабытая в Татарстане спортивная дисциплина. Однако есть в республике пилот, который сражался и на этом фронте. Раис Миниханов в зачете Супер 1600 в 6-этапном чемпионате России участвовал всего в 2 гонках – в Грозном и в Воронеже. Оба этапа выиграл, что дало итоговое 4-е место. Кубок России по автокроссу в Супер 1600 вначале предусматривал предварительное участие в отборочных этапах, которые проходили в федеральных округах. Финал Кубка в середине октября принимал город Первоуральск Свердловской области. Раис Миниханов в финале занял 3-е призовое место в соперничестве с пилотами из Москвы, Тюмени, Иркутска, Екатеринбурга, Ирбита, Курска, Читы и Омска. Восьмой сезон РСКГ стал одним из самых ярких в истории национального автоспорта. Всего календарь РСКГ состоял из 7 этапов в Смоленске, Нижнем Новгороде, Ленинградской области, Московской области, Казани, Грозном и Сочи. Класс С-1600, в прошлом называвшийся «Национальный», самый доступный и популярный класс. В этом классе стабильно на всех этапах выдавал результат Рустем Фатхутдинов, татарстанский пилот, выступающий за Ахмат Рейсинг Тим. Ему удалось выиграть 2 этапа в Ленинградской области и в Грозном, еще на 3 стать вторым. И таким образом, по итогам сезона, завоевать серебряную медаль Кубка России по кольцевым гонкам. Другой представитель Татарстана, Василий Кораблев, занял в зачете С-1600 итоговое 11-е место. Класс «Туринг» – самые быстрые автомобили мощностью порядка 350 лошадиных сил. Аналогичный класс существует в европейских национальных первенствах. На таких автомобилях проводят Кубок Европы FIA. Здесь борьбу за победу вели 2 сильнейших кольцевика, 2 выдающихся российских пилота. 4-кратный триумфатор туринга Дмитрий Брагин, выступающий на автомобиле Audi за татарстанскую команду Таиф Моторспорт, и пилот команды Лада Спорт Роснефть Кирилл Ладыгин, победитель РСКГ 2020 года. Это была настоящая битва титанов, в которой на сей раз чуть больше повезло Ладыгину.
Дмитрий Брагин – серебряный призер, но и это превосходное достижение, учитывая высочайший уровень конкуренции в туринге. Еще один татарстанский пилот Айдар Нуриев проехал 5 этапов и занял 12-е место. Тимур Шигабутдинов стартовал лишь в Нижегородской области и на Казань-ринге. Этого недостаточно, чтобы претендовать на высокие места. Он 15-й в итоговой табеле ранга. Начиная с 2019 года в международных кольцевых гонках выступает молодой казанский пилот Тимур Богуславский. В его активе уже есть победы в престижнейших соревнованиях, проводимых на самых известных трассах. В сезоне 2021 года Богуславский выступал при поддержке Nefis Racing Division за команду Mercedes в дуэте с итальянским пилотом Рафаэлем Марчелло в международном чемпионате Fanatec GT World Challenge Europe. Татарстанский гонщик финишировал третьим на первом этапе на трассе Манье-Кур во Франции. Поднимался на подиум в голландском Зандворте. Тимур участвовал только в спринтовых этапах серии, пропуская этапы Endurance, и в результате завоевал третье место в Кубке Спринт. После прошлогоднего чемпионства результат, казалось бы, чуть скромнее, но в гонках такого уровня любое призовое место – это серьезное достижение. 17 и 18 июля на автодроме Moscow Raceway состоялась первая в автоспортивной истории России 24-часовая гонка на выносливость Классика 24. И в этой гонке приняла участие казанская команда Red Steam Motorsport. Выступая на автомобиле ВАЗ-2105, подготовленном по требованиям класса стандарт, наши ребята поднялись на третью ступеньку пьедестала, оставив позади себя многие звездные экипажи на более мощных машинах. Секрет успеха в правильной командной тактике и надежной технике, которая за сутки не провела в боксах ни одной лишней минуты. Практически одновременно с 24-часовой гонкой классических автомобилей на автодроме Казань-Ринг проходил очередной этап российской дрифт-серии, вновь вернувшейся в нашу республику. Наши спортсмены давно уже показывают успехи в российском дрифте, и символично, что на высшую ступеньку пьедестала на домашнем этапе зашел пилот из Казани Айвар Мустакимов. В таком интересном и зрелищном виде автоспорта, как классическое ралли, нашу республику уже много лет представляет единственный экипаж в составе пилота Радика Шаймиева и штурмана Максима Цветкова. В 2021 году экипаж команды Таиф Моторспорт проехал полностью многоэтапный чемпионат Эстонии по классическому ралли, который является самым многочисленным по классам и, по мнению многих специалистов, самым сильным по составу участников среди стран Балтии, да и всего постсоветского пространства. Уровень конкуренции и спортивная составляющая традиционно находятся здесь на самом высоком уровне. Что говорить, на этапах чемпионата Эстонии в разных зачетных группах старт приняли более 120 экипажей. Всего чемпионат Эстонии состоял из 7 гонок, одна из которых являлась этапом чемпионата WRC. Экипаж Радика Шаймиева и Максима Цветкова начал выступление в феврале на зимнем ОТПА Талви-ралли на автомобиле Ford Fiesta, а на последующих гонках ехал на Hyundai i20 R5. В начале июля на сильном латвийском ралли Лиепая, который не входил в зачет чемпионата Эстонии, казанцы привыкали к новой машине, адаптировались к особенностям ее пилотирования и создавали задел для предстоящих стартов. Уже через месяц на Рапла-ралли экипажу команды Таиф Моторспорт удалось показать превосходный результат. Призовое третье в зачете ЕМВ-2 – это отменный показатель.
Почувствовав уверенность, Радик Шаймиев и Максим Цветков провели на максимуме и последующие гонки. На Лауна-Эсте или южно-эстонском ралли превалировало гравийное покрытие, а общая протяженность дистанции составила 297 километров. В гонке приняли старт 90 автомобилей. Конкуренция обещала быть острой. На протяжении всех 10 спецучастков татарстанский экипаж ехал ровно, без происшествий, и в итоге занял 4-е место в своем зачете ЕМВ-2. На предпоследнем этапе чемпионата Эстонии ралли Виру были запланированы 8 спецучастков протяженностью 97 километров, а всего участникам предстояло преодолеть 316 километров. Шаймиев и Цветков ехали не просто быстро, но и практически безошибочно, благодаря чему им удалось на Виру-ралли отвоевать 3-ю подиумную строчку в таблице зачета ЕМВ-2 и высокое место в абсолютном зачете. На завершающем сезон Сааремаа-ралли у казанцев была задача проехать без эксцессов, спокойно и достойно, чтобы не растерять завоеванные позиции. И с этой задачей татарстанским спортсменам удалось справиться. Сезон получился плотным и насыщенным. В чемпионате Эстонии 21 было все. Узкие лесные участки, скоростные прямики, которые заканчивались крутыми поворотами, коварные камни и пылевые завесы, существенно ограничивающие видимость. Однако Радик Шаймиев и Максим Цветков продемонстрировали оптимальную скорость и потрясающую стабильность, что позволило завоевать по итогу чемпионата Эстонии 3-е призовое место в абсолюте. И это несомненный и долгожданный успех татарстанских спортсменов. Второй на территории Саудовской Аравии международный ралли-марафон «Дакар» завершился 15 января в городе Джидда. Команда КамАЗ-Мастер участвовала в Дакаре 2021 года 4 экипажами, и сразу 3 российских экипажа челнинской спортивной команды зашли на пьедестал почета в грузовом зачете. Первую победу в карьере одержал Дмитрий Сотников. Второе место занял Антон Шибалов, а Айрат Мардеев показал 3-й результат. За 12 этапов гоночный караван преодолел почти 7700 километров, а боевая дистанция составила без малого 4700 километров. Гонка стала знаковой для челнинцев. Юбилейный 30-й старт в легендарном соревновании на выносливость принес команде КамАЗ-Мастер 18-й титул в истории. Для команды из Набережных Челнов успех в шелковом пути, прошедшем с 1 по 6 июля по территории Российской Федерации, стал 9-м в истории. В результате Дмитрий Сотников установил рекорд гонки. Ему удалось ее выиграть в 3-й раз. Известно, что в нашей республике любят и охотно развивают картинг. Ведь картинг – это начало пути в большой автомобильный спорт. Клубы и секции действуют не только в крупных городах, но и в сельских районах, представляя возможность детям уже в младшем школьном возрасте приобщиться к техническому творчеству и манящему миру скорости. Татарстан – единственный регион в России, который способен и уже много лет проводит на открытых трассах масштабные соревнования, состоящие из 9 этапов. 3 гонки в мае, 1 в июне, 3 в июле и по 1 в августе и сентябре. 3 гонки в Набережных Челнах, 1 в поселке Лесхоз Сабинского района и 5 гонок в районном центре Богатые Сабы на картодроме Аргамак, которому в 2021 году было присвоено имя Евгения Львовича Шафранова. Традиционно 2 гонки имели статус чемпионата и первенства Приволжского и Уральского федеральных округов, где сильнейшим татарстанским спортсменам противостояли ведущие пилоты из 18 субъектов федерации. Приехал даже один участник из далекого Севастополя.
Картинговые соревнования в Татарстане проводились в 17-зачетную группу, различающуюся как по техническим требованиям, так и по возрасту водителей. Мини, пилот, стриж, пионер, кадет, Honda GX 200, 270 и 270 юниор, супер мини, национальный юниор, Rotax Max юниор, национальный 125А и Б, Восход и КЗ-2. В истекшем сезоне в 9 гонках картинговую школу прошли более 200 пилотов из 20 городов и поселков Татарстана. Картинг продолжает оставаться самым массовым видом автомобильного спорта у нас в республике. Эдаким основанием автоспортивной пирамиды, своеобразной кузницей чемпионов. Сезону 2021 года предстоит передать эстафетную палочку дальше. Нить истории татарстанского автомобильного спорта непрерывна. Пора строить новые амбициозные планы. Пожелаем же всем успехов в новом 2022 году. Это видеоспорт. Спорт – это движение, а движение – это жизнь. До встречи на трассах. Успехов, удачи в новом году. Спасибо.